Переименование всех этих улиц и так далее, нигде такое не происходило, такого масштаба, как происходило здесь, в Крыму. Были какие-то общие улицы везде Карла Маркса, Ленина, да? А чтобы поменять так в общем название городов, сел и так далее, не было, так, ни на Кавказе такого не было. Меня зовут Шабутов Тимур, мне 41 год, 2 детей у меня, сын и дочка. Мои предки выходцы из Туваха. Я чистокровный тувахец, как говорится, гырт Тувах. По специальности я юрист, магистр права. Род деятельности как бизнесмена – это ресторанный бизнес. Непосредственно еще занимался юридическими услугами для населения. Я мог поступить в Узбекистане в Ташкентский юридический факультет, Ташюр, знаменитый. Но я для себя решил, так как меня дедушка всегда воспитывал, вливал мне вот патриотизм, часто рассказывал про Крым. И зная, что большая часть населения уже переезжает в Крым, я четко сказал, что я поеду в Крым один. То есть, да, тогда еще родители были в Узбекистане, да, у них еще не было плана переезжать. Вот. И приехал в Крым, четко для себя решил быть юристом. А еще были планы, то есть работать в прокуратуре. Я, проходя стажировку в прокуратуре, видел много несправедливого. И вообще отношение к нашему народу, в общем, смотря много несправедливости, я решил уйти. А такая идея пришла спонтанно, со своим другом, партнером. Ходили часто, как будучи студентами, там, в разные кафе, рестораны. В тот момент только-только начали изучать, не было знания о истории своего народа, там, не было знаний там, о культуре своего народа, потому что мы не получали это ни в Узбекистане, да, не было ни литературы, да, мы только получали из уст своих предков, да, то есть харбабашки, картанашки. Мы решили, что нужно непосредственно развивать эту тематику, открыть, чтобы было это непосредственно сугубо крымско-татарский ресторан, крымско-татарское кафе, вот, то есть со всеми этими атрибутами, да, там, архитектурную, дизайнерскую часть, вплоть до кухни. Потому что была очень сильная проблема, то есть открывались какие-то кафешки, рестораны, да, там назывались там восточной кухней и так далее, и восточно-европейская кухня, но никакое отношение там, к крымско-татарской кухне оно не имело. И было стыдно, честно говоря, даже приводить туда гостей, да, там, в какие-то кафе, там, рестораны, потому что связь с нашим народом практически там отсутствовала. И мы для себя решили изучить это глубоко, более детально и открыть кафе с национальным оттенком. Глубоко в это внедрились, то есть глубоко это начали изучать, как это будет выглядеть. Тогда было материалов мало, там это 2008-2009 год, и интернет так сильно развит не был, да. Нашли, кстати, единственную книгу, да, крымско-татарскую кухню, да, это вот, как я сейчас помню, в библиотеке Гаспринского, 1933 года выпуска книгу, и начал изучать. И как это перенести в бизнес, как это перенести, чтобы это было рентабельно, чтобы это было, потому что большинство наших блюд, оно рассчитывалось на домашних условиях приготовления. Стал вопрос, связанный с дизайном. Начали искать людей, специалистов. Было их очень мало, буквально считанные там имена, там можно по пальцам посчитать, да. И то они тоже были в стадии развития. Мы это сделали, открыли, назвали, долго думали, как назвать. Так как я уже начал изучать глубоко там свою историю своего народа, особенно ханские периоды, я решил сделать такое вот уютное кафе, назвав его «Диван».
Диван — это, значит, совет крымских татар при Крымском ханстве, где обсуждали серьезные проблемы, связанные, да, там разные политические ситуации и так далее, и так далее. А здесь в кафе обсуждать, там, чтобы могли прийти, почувствовать, что они находятся именно в этой атмосфере, обсуждать какие-то свои проблемы люди могли, и чтобы понимали, что именно они находятся вот именно вот в крымско-татарском кафе. Занимаясь бизнесом, да, мы непосредственно должны понимать, да, или мы сольемся, то есть занимаясь в Крыму бизнесом с другими какими-то сферами, или мы будем в связке, да, с национальным бизнесом, связано с национальными идеями. И для Крыма это очень актуально. Актуально тем, что все-таки Крым, да, само название Крым, да, непосредственно связано с крымско-татарским народом. Да, значит это крымско-татарская кухня, да, это крымско-татарская идентичность, архитектура, вплоть до сувениров, вплоть до достопримечательностей. Да, это связано с крымско-татарским народом. И этим надо воспользоваться. Если мы удивляем туристов, значит мы зарабатываем. Так? Мы выполняем, получается, несколько полезных вещей. Да? Мы зарабатываем, кормим семьи, даем рабочие места, плюс восстанавливаем свою культуру, свою идентичность. Трудности, как всегда, я думаю, не только для нашего народа, для именно бизнесменов среди нашего народа, это для всех бизнесменов, это бюрократия, как всегда. Притом в любом периоде, там, периоде украинского, периоде там, российского, это приостанавливает, можно сказать, затрудняет развитие бизнеса. Максимум, что нужно сделать, упростить вот эти все волокиты бюрократические. Государственное управление, да, государственная бюрократия изначально до сих пор в состоянии вот той совдеповской системы, да, что если тебе приходит проверка, то есть, да, прежде всего думает, как бы тебя съесть, по сути, да, как бы тебя наказать. Но если взять ресторанный бизнес, можно назвать самые худшие времена, да, которые настали. Но я думаю, это такой сигнал. Вот есть моменты, да, вроде стабильно, да, и происходят такие ситуации, да, что нас, я думаю, вот эти проблемы все нас заставляют перейти более на другой формат, больше мобильность, больше доставка для того, чтобы устоять, выжить этот момент. Я думаю, и это пройдем. Не всегда думаешь о прибыли в этот момент. Когда ты понимаешь, что это не просто кафе какое-то, да, а понимаешь, что это кафе, и это кафе, которое в центре города, да, находится там буквально там, в таком формате, да, в крымско-татарском формате, да, там, в национальном формате, ты понимаешь, что на тебя больше ответственность, да, и ты делаешь все возможное, да, для того, чтобы это сохранить и удержаться на плаву. Я не соглашусь с этим. Поверьте, есть бизнесмены, и их очень много, которые делают очень много для развития там, в разной сфере. Касается это религии, строительства мечетей. Да, вы посмотрите, это можно невооруженным глазом увидеть, да, что было там в 90-х, что сейчас. Издательство определенной там, литературы связано с религией, связано с языком. Очень многое делается. То есть определенный фонд. Здесь очень важно, чтобы появлялись люди, которые могли организовать, да, связь с бизнесменами, написать какую-то дорожную карту в этом плане, да, найти финансирование. Я понимаю, какие мы сложные периоды проходили, да,
периоды падения, периоды развития, да, делал для себя выводы, что бы ни случилось, нам нельзя останавливаться, находясь в изгнании, попытаться, да, организоваться и сделать все возможное, чтобы вернуть народ обратно на свою родину. Это большого стоит. Когда мы вернулись, это уже 90-е годы, сложные годы, годы там развала Советского Союза, годы, когда ты думаешь, как прокормить семью. И здесь мы преуспели, помогая друг другу, да, там построились такие микрорайоны. Да, это вот показывает о том, что притом без помощи извне, практически, я считаю, 90% трудолюбие нашего народа, целеустремленность нашего народа, оставив свое богатство, свои дома и начиная опять с нуля, это только может сделать тот народ, который действительно любит свою родину. Начали воспитывать детей уже на своей родине, начали, значит, усилия ставить на то, чтобы дать образование правильное дать. Начали изучать глубоко там свою историю, с нуля восстанавливать историю свою. Начали обращать внимание, там, восстанавливать свои культурные наследия, художественная деятельность, изобразительное искусство, керамика. Я считаю, был сделан очень большой успех. Есть такая проблема в нашем народе. Каждый хочет быть ханом, можно сказать. Да, вот. Каждый хочет быть лидером. Мы должны прислушиваться, то есть к своему народу. Так, и вот этот вот стереотип, что я буду лидером, там, только я буду вот делать так, как вот эта проблема присутствует, потому что в своей деятельности я очень часто сталкивался с этим, и приходилось в разные периоды, что при украинском периоде, что вот сейчас, приходилось мирить людей, влиятельных людей, зная и эту сторону. Вот это вот самолюбие, это вот я, вот должно быть по-моему, вот это очень сильно мешало. Вообще про это, честно говоря, преждевременно говорить. Да, лидеры, они нужны всегда, но должен быть тот совет, который будет контролировать этого лидера, да, и этот лидер будет считаться с этим советом. Вот. Непосредственно в этот совет будут входить, да, та часть населения, которые связаны с разной сферой, с разными проблемами, да, и они специалисты в этом деле. Собраться, задать тут четкие вопросы для себя, что непосредственно необходимо сделать в первую очередь, объединить, связано с этой проблемой, да, нужных специалистов. Должен быть такой общественный совет, который будет заниматься сугубо первоочередными проблемами. Мы уже у себя в Крыму, ничто нам не помешает дальше развиваться, да, на своей родине. Мы у себя дома, еще раз повторяюсь, да, мы коренной народ. Развитие языка, да, что очень много проблем. До сих пор нету нормальной литературы, да, до сих пор нехватка литературы, особенно в школах, да, особенно там в высших учебных заведениях. Мы можем спотыкаться, мы можем падать, да, но отряхнулся, дальше пошел, у нас другого варианта нету. Это большое значение имеет. Это лозунг такой действительно сейчас на сегодняшний день я назвал бы номер один. Плохо знаем свою историю, да, не изучаем свою историю. Ситуации у народа были разные. Если посмотреть карту 1783 года, вот есть карта, такая старинная карта, степная часть Крыма, она просто был усыпан деревнями. В степной части Крыма жил большей части населения, чем на южном берегу, чем там вот, предгорье и так далее. А они практически, очень большая часть, уехали в Турцию. Будучи вот общественным деятелем молодежной организации, мы ездили в Турцию. Есть такой город, как Эскишехир. Практически вот 70% крымские татары.
Притом крымские татары вот, ногайского происхождения, по антропологии лица понятно и видно. Так? И большинство из них там знаменитые банкиры, директора заводов. Я смотрел на все это и задал себе вопросом. Смотрю, что если бы они находились в этот момент здесь, если бы не уехали бы, так, во-первых, население, как крымских татар, нас было бы намного больше. Мы были бы в большинстве, и совсем бы по-другому складывалась бы реальность, да? По-другому было бы все. И я считаю, это очень большой ошибкой, что уезжали. Я могу, много что можно говорить, вот, был бы ты на их месте и так далее, но почему-то вот наши предки, они сохранились, они вытерпели, остались. Я сейчас слышу, там нельзя это остановить, там каждый хочет там свое развитие и так далее, да? А для чего вот живешь, да, там, если твое развитие, твои дела, да, там, все, что ты делаешь, да, неужели это связано только там, чтобы прожить просто жизнь такую, да, благополучную, да, там, семья там, да, ну, это естественные вещи, все хотят, чтобы, да, жили благополучно, да, благополучной стране и так далее, да. Неужели, и ты там просто растворишься, да, там, как ты уже как крымский татарин, ну, там одно название, как крымский татарин. Здесь, я считаю, да, надо непосредственно все возможное делать и воспитывать так детей в таком духе, где бы они не уезжали учиться, да, там, чтобы они возвращались обратно, занимались здесь бизнесом, занимались определенными делами. Поверьте, в Крыму есть много чем заняться, много что не сделано. Понимаете? В области медицины, в области торговли, в области туризма. В Крыму нету такой конкуренции. Здесь мы должны быть на родине. Все, это точка. То есть все возможное сделать, вернуться сюда. И что бы ни случилось, получается, не получается, пытаться и развиваться у себя на родине. Вот. Тогда ты будешь полноценным считаться крымским татарином. Вот. И я думаю, только таким образом мы можем из всех этих проблем, да, связанных с нашим народом, выплатить. Если каждый будет уезжать и думать, там, моя хата с краю, там, я там свою карьеру строю там, и так далее, и это не будет связано с твоей родиной, или будет это просто на каких-то словах, и ты там в роли диаспоры какой-то сидишь, и все, да, там, да, показывают, что это ни к чему не приводит. Я понимаю тех людей, которые вынуждены были уехать, да, в связи с определенным там политической ситуацией, в связи там давлением, я их еще могу понять, их вынудили уехать. А есть, и удивляюсь, которые были успешные бизнесмены. Это очень большая проблема. И если ты здесь зарабатываешь, а поверьте, большая часть нашего народа не доедает свой последний хлеб, то есть зарабатывает и прилично зарабатывает. Уезжать куда-то, я считаю, это преступление, это, я считаю, предательство своих предков, которые оставили все, что было нажито, оставили, приехали на голое место и начали заново. Это вам говорит о чем-то? Они могли остаться, они могли также уехать. Да? Неужели вы вот то, что они пытались сделать, и у них это получилось, они вернули народ, да? И мы их предаем. Вот. Это очень важно. И мы не можем оставить другому народу, потому что никто, как крымские татары, не сможет так развивать Крым, да? Потому что только крымские татары, как коренной народ, понимает свою землю, да? Состояние своей родины, да? Видение, да, как развиваться. А не так, как багажом приехал, побывал, мне нравится здесь море и так далее, я здесь поживу. Да? Это все временщики. А крымские татары, они постоянны, как коренной народ. Довольствие Всевышнего Аллаха на своей родине. Смысл жизни – жить для своего народа, для своей родины, для своей семьи.